У нас есть еще один участник боевых действий. Это командир 4-й штурмовой роты интернациональной бригады «Пятнашка». Пожалуйста, Олег Витальевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Моя малая родина Абхазия. Но своим отечеством я считаю Российскую Федерацию, Россию. Я считаю правильным и справедливым, что в рядах интернациональной бригады «Пятнашка» воюет 27 национальностей, представители 27 национальностей. Мы делим кровь, еду, быт, радость побед, достижений, горечь утрат, потерь. И это делает нас едиными, это делает нас сильнее. Я регулярно становлюсь очевидцем, как казах вызывает огонь на себя, прикрывая русского и калмыка, как дагестанец, жертву своей жизнью, спасает украинца, однополчанина. И множество таких примеров. Могу на собственном примере сказать, когда меня ранило из-под мощнейшего артиллерийского огня меня выносили мои боевые братья татарин, кабардинец, украинец, грек и русский, передавая друг другу, с учетом, что там невозможно было разложить носилки и тому подобное, я обязан им жизнью. Для меня эти примеры признак того, что мы воюем за правду, мы воюем за справедливость. И она, вне всякого сомнения, на нашей стороне. Скажу, возможно, крамольную вещь. Война очищает. И все, что в мирное время было очень важно, глобально, включая и межнациональные разногласия, обиды, сейчас кажутся очень мелкими и незначительными. И я уверен, что из всей этой ситуации Россия выйдет более крепкой и монолитной. Я хотел бы вам, Владимир Владимирович, сказать огромное спасибо за отношение к простым бойцам. Сказать огромное спасибо всей России, которая окружает нас заботой, теплом и вниманием. И хочу сказать, что мы все, невзирая на национальность, одна большая, сильная, единая русская семья. Но на этом фоне не могу сказать и не сказать о проблемах. Мы на передовой нередко сталкиваемся с результатами деятельности наших западных врагов. Идеология индивидуализма, националистическая пропаганда, которыми подвергались украинское общество на протяжении последних десятилетий, дали свои результаты. И для того, чтобы изменить ситуацию, в первую очередь молодым гражданам, молодым людям, нужно привить правильное мировоззрение, правильные смыслы, и необходима глубокая системная работа, начиная с детского сада и начальной школы, заканчивая студенчеством. Мы, бойцы подразделения «Пятнашка» и многие другие подразделения уже принимают активное участие в подобной работе. Мы встречаемся со студентами, мы встречаемся со школьниками, где рассказываем, что в действительности происходит в зоне специальной военной операции и за что мы боремся. Мы при первой возможности принимаем участие в мероприятиях Ассамблеи народов России, в проектах Росмолодежи, такие как «Мы вместе», «Герои среди нас» и многие другие проекты. Ведь понимаем мы важность таких встреч, ибо мы то поколение, которое выросли вот на таких встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, на книгах, на фильмах о великих героях. Современной молодежи, я считаю, нужны и книги, и фильмы о современных героях, об интернационализме, о межнациональном братстве. А мы, в свою очередь, готовы и дальше продолжать принимать активнейшее участие и встречаться с ребятами, встречаться со школьниками, рассказывать им правду в том виде, в каком она есть.
И в этой связи, Владимир Владимирович, хотел бы просить вас поддержать стремление многих наших ветеранов сделать вклад в воспитание нашей молодежи и дать указания заинтересованным ведомствам, которые уже занимаются подобной работой, и наш опыт принимать, и наш опыт вовлекать в работу. Спасибо вам большое, спасибо за внимание. Спасибо. Вы сказали спасибо всей России. Хочу сказать, что вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым за ваше мужество, за героизм и очень на вас рассчитываем. Надеяться на вас.